Приветствую, друзья мои! Сегодня у нас будет видео такое. У меня стримы не получается вести. Решил вот такое видео снять. Потому что на улице холодно, я почти сейчас вот в последнее время вообще не выходил из дома. И настроения что-то нет. И решил вот такое видео заснять. Потому что уже такое достаточное количество подписчиков на канале, а как такого видео о себе нету. Многие там спрашивают в Одноклассниках, ВКонтакте, там, Facebook, ну как и что я, откуда я, и как так случилось, что я на коляске. Вот это и немножко сегодня буду рассказывать потихоньку. Вот так. Начну с того, что меня зовут Сергей. Это из канала, с названия канала понятно, там логично было там канал Серегин Досветы, значит и я Сергей. Мне уж 47, живу в республике Коми. Это Каткировский район, село Нивширо. Вот. Это северный край, так сказать, суровый, но что-то уже в последнее время не кажется, что он такой суровый. Вот. Здесь я, как говорится, родился, вырос, создал, так сказать, семью, построил дом. Как говорится, где родился, там и пригодился. Нигде вот в другом месте не жил. Кроме того, как в армию там ездил, больше нигде я не жил, кроме как в своем родном селе. Сейчас живу в собственном доме. Это еще дом мне помогали строить родные братья, сестры. Естественно, уже жена, мы уже были там вместе, уже жили с Машей. Она тоже помогала. Короче, все дружно строили этот дом. Вот. А мы сейчас живем здесь, в Нившире, вдвоем. Теперь расскажу, как же так случилось, почему я на коляске. По призыву в армию, это 91 год, заболел я. Врачи сказали миопатия. Подробности этой болезни я не буду озвучивать там. Просто потихоньку теряешь контроль над своими руками, ногами. Сначала ногами, а потом уже и руками. И до 2011 года я был на ногах, а с 2011 года я пересел на коляску. Это был такой момент переломный. И с 2011 года я просидел по 2014 год дома. Вообще не выходил из дома. Это был какой-то, я не знаю, сон, что ли. Так случилось, что вообще не выходил на улицу никуда не ездил. Хоть у меня уже была коляска и простая, и с электроприводом, я никуда не ездил. Вот. И знаете, что меня подвигло выйти? Я вам сейчас скажу. Есть у меня земляк, он снимает видео. Канал называется «На природе в Коми». Олег, привет, Олег. И вот сейчас я тебе скажу, и всем моим гостям, подписчикам, я знаю, что ты тоже смотришь это видео. Он, по-моему, в 2013-м он запустил свой канал. Я такой смотрю его, я очень люблю смотреть его фильмы о природе, потому что я сам бывший охотник,
охотник-любитель, так сказать. Но очень любил охотиться, по путикам ходить осенью на уток и по путикам там на рябчика. И на зверя тоже ходил, там на куницу, на белку. Вот, на крупного зверя не ходил ни разу, а вот на там пушнину, да, и на рябчика. И на тетерева, на рябчика, но это уже дедовские путики, там отцовские путики, дедовские путики, это все. Осень это благодать для сельского жителя. Вот. И я вот, короче, смотрю его видосы, смотрю, и мне что-то у меня просыпается, что ли, а что же я сижу, ну, я не могу ходить на путика, а между прочим, он показывал не только там свою охоту, он показывал и рыбалку, там еще что. А я не рыбак, я не любитель вот рыбной ловли был когда-то, не очень любил. В детстве там с пацанами, конечно, там возле речки проводили время, а так, чтобы уже когда повзрослел, не ходил я на рыбалку и не любил это дело. А думаю, а почему бы мне тоже этим не заняться, а просто вот съездить до речки, там, есть же коляска. Если не застряну, там помогут друзья, да, товарищи. И вот в основном эти видео Олега с канала «На природе в Коме», они меня сподвигли как бы выйти. И 2000, уже и не помню, в 2015 году, наверное, весной, в мае я рыбачил. 22 мая я уже сидел на речке и рыбачил. Вот. И это мне все это очень понравилось. Так я и знал, что хорошо так на природе. В принципе. Но то, что я вырвался, какой-то преодолел психологический барьер, это мне очень понравилось. Вот. С этого момента я стал выходить чаще, и по прошествию нескольких лет мне выдали коляску еще такую с колесами крупными и с мощным аккумулятором. И я вообще почти стал, ну, как сказать, вот нету для меня именно в селе участка, где я не доберусь на своей коляске. Ну, практически нету. Есть, конечно, там очень страшные места, но туда и на машине-то не доехать. А на этой коляске я, в принципе, добираюсь или сам, или кто-нибудь там небольшой помощник мне нужен, и еще легкую. Вот за это я очень благодарю моего товарища, земляка, односельчанина Олега, потому что как бы в душе-то у меня осталось все это, лес, речка, так сказать. А почему-то был какой-то барьер, психологический даже момент, что не хотелось никуда идти, не хотелось никому там просить кого-то там о помощи. Там. А сейчас я понимаю, что я могу, например, я не говорю, что я за 50 километров куда-то на рыбалку и на неделю или в лес на охоту, а просто выйти до речки, посидеть в теплый летний денек, это очень хорошо. Вот, еще раз повторяюсь Олегу за эту мотивацию, так сказать, своих видео. Очень большое спасибо. И также все-таки думаю, вот я сейчас выхожу, думаю, да, я тоже поснимаю, может кому-то это тоже, как вот мне пригодился Олег, может кого-то я тоже сподвигну этим. Из 1000 человек один после моих видео хотя бы выйдет, ну, желание проснется у него выйти из квартиры, там, из дома, из квартиры, прогуляться летом или в морозный день. Это для меня уже будет, если вот такой комментарий увижу, мне очень будет приятно, что вот именно после просмотра
видео, где я, например, или рыбачу, или на природе, или зимой, например, катаюсь на коляске, это мне очень, ну, как бы на сердце будет очень приятно. Вот. И также у меня планы на YouTube дальше развивать свой канал. Не знаю, как будет получаться, конечно. Потихоньку это все развивается, потому что инва-тема очень такая трудоподъемная. Не очень она хочет идти. Тем более, у меня нету таких обзоров. Я же не каждый день получаю, например, коляску или там средство реабилитации какое-то, чтобы показывать. В общем-то, в принципе, я об этом не очень-то и много знаю. Вот что есть у меня там, показываю свои там коляски, технические средства другие. То, что у меня спрашивают, ну, как я все-таки добивался, как я получал эти коляски. Коляски у меня за счет ФСС. Я ни одной коляски не покупал, потому что они дорогие, и на свои деньги это купить нереально. Вот. Дальше попытаюсь еще так и развить канал, и пожелаю себе до 100 тысяч подписчиков. Я не знаю, когда это правда будет, но думаю, будет. Когда-нибудь. Когда-нибудь это будет. Просто я знаю, что мне надо снимать, снимать и снимать, но не очень-то зимой. Вот летом-то более-менее получается, а зимой нет. Ну и все, ребята. Не знаю, как у меня получилось это все вытянуть, этот разговор. Я же говорю, я и не умею вести стримы, и поэтому решил видео записать. Там, может, что-то кое-что, что не получится, обрежу. Вот. Так хочется попробовать этот стрим, но пока подписчиков очень мало, и я думаю, там, может, там пару человек всего будет на стриме, и как показывает практика, там, например, 1% от подписчиков, в общем, заходит туда, в среднем. И не хочу пока это все дело, ну, со временем, думаю, еще так и я приду к этому. И попробую там на стриме более там общаешься со зрителем, гостями, как-то более сразу они задают вопрос, ты им на конкретный вопрос конкретно же и отвечаешь. Вот. Ну вот у меня такое первое видео, как бы общение, знакомство с подписчиками и будущими гостями. И всех призываю, кто уже подписан на канал, не забудьте нажать на колокольчик, а кто первый раз зашли на мой канал, подпишитесь, пожалуйста. Это для меня огромная поддержка будет. Вот. Еще хочу сказать большое спасибо, кто мне высылает донаты. В январе я получил 5 донатов, по-моему. На донат Алерс 3, там на Новый год поздравляли. И 2 доната получил на карту Сбербанка у Маши. Там у меня своей карты нету, и там карта жены написана в описании. Один донат от Натальи Гарниковной. Большое спасибо, Наталья. А другой донат от Сергея Андреевича, по-моему. Сергей Андреевич Б. Тоже огромное спасибо. Ну, все. Вот поболтал, я не знаю, как получилось это все у меня. Буду монтировать и буду себя ругать. Там не это сказал, там не досказал. Ну, как получилось, так и получилось. Это первое видео такое мое в формате общения. Вот. Не судите строго. Ладно, всем пока, всем удачи, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, делитесь этими видео в социальных сетях, для меня это очень будет приятно. И плюс огромная поддержка для моего канала. Всем пока, всем спасибо. Если
ну, я пойму по лайкам, если, ну, как бы это видео имеет место быть, я еще как-нибудь сниму такое общение, ну, общение, видео общение, так сказать. А если нет, так и нет, будем показывать просто деревенскую жизнь дальше, как и раньше показывал. К лету, может быть, что-то и путное удастся заснять. Вот. Ладно, всем пока. До новых видео.